Сегодня 10 июля 2016 года. День празднования, юбилей 60-летия поселка Комсомольск на Печоре. Слово предоставляется заслуженному работнику Республики Коми, поэту, писателю, члену Союза писателей Советского Союза Юрию Андреевичу Ионову. Я хочу поздравить этот юбилейный поселок и предприятие Комсомольск и Комсомольский леспромхоз в стихотворной форме. Стихотворение так и называется: «В честь Комсомольска». Пожалуйста. Батальон лесорубского войска, и название подходит к нему. Леспромхозовского Комсомольска не дадим оскорблять никому. На таежном речном побережье он родился в том веке давно. Лес вокруг расстилался безбрежный, то богатство, что Богом дано. В лесопункты сошлись лесорубы, телом, духом народ молодой, и домов вырастали их срубы, и копились их бревна горой. Увозили их вдаль лесовозы, или вели по реке сплавщики. Не мешали снега или грозы, комсомольцы ведь не старики. Надо бревен все больше бы высечь и отправить на стройки страны, и объем годовой сотни тысяч впредь кубов составляли они. Там такие работали парни, что мы к ним приезжали не вдруг. Журналисту мне словно напарник, ты другой становился и друг. И директор, глава профсоюза был со всеми в контакте и строг. Так охотно писал после вуза я про всех них, иначе не мог. Мы здоровались сразу из окон, потому что почти что родня. Молоды ли, как Костя Бадокин или коллега в заре у меня. Все оттуда они, комсомольцы, и хоть нас в Комсомольске уж нет, пожелать мне сегодня позвольте, пусть живет Комсомольск сотни лет. И вот здесь мой товарищ, тоже комсомолец, который ведет вот этот фильм, снимает, ведет эту передачу, сказал, что даже нынешний руководитель республики тоже думает о том, чтобы сделать Комсомольск одним из центров восстановления, возрождения. Нет, это мое пожелание ему будет. Я запишу видеозапись, это будет мое пожелание. Чтобы Комсомольск стал колыбелью возрождения. И это отдельная тема. Еще раз, Комсомольск, с юбилеем тебя. И мы продолжим немножко с воспоминаниями.